Если занимаешься чем-либо, то будь лучшим в своей сфере. Именно этим руководствуется артист, чье имя составляет Золотой фонд ингушской культуры. Он подарил родному краю множество хитов и показал пример того, что в любом деле надо быть настоящим профессионалом. Асол сирдах сетга, лахат асол сирдах сетга, согма хейк. Алгайче ламыш молоклат хаси, хари алгайче зизмди. Оцер безым дабба батмал, хады батбузым карлук батнах. Алгайче Садяхи сестелси, ирсаверкат хотамаги. Нанамо хамсарья, алгайчи сона, жохар мохозья, безами вона. Белой дыгенама, лястох, шилеждох, ждах, ваймашаре, белькат хулыш, эсди долаш, дуаца жгайранье. Иремяши, суона халарлоу, вайсан халчы, барца халчы, цахта худацлоу. Иремяши, суона халарлоу, вайсан халчы, барца халчы, цахта худацлоу. У нас в гостях народный артист Республики Ингушетия, член Союза композиторов России, министр культуры Республики Ингушетия Тимур Дзейтов. Здравствуйте. Здравствуйте. Сами по себе вы человек достаточно скромный, но вас смело при этом можно назвать легендой ингушской эстрады. Скажите, пожалуйста, а какое из своих достижений вы считаете самым ярким, важным, значимым? Ну, я даже не знаю, считать ли это достижением. Наверное, в данный момент ответственность, которая сегодня на меня, как на министра, возложена руководством республики. И могу параллельно сказать, что признание меня и Союзом композиторов России, наверное, это и есть, это то, к чему мы стремимся, это профессия. Возвращаясь в глубокое детство, если посмотреть со стороны на мальчика Тимура Дзейтова, о чем он мечтал, кто был его героем, кто был ориентиром по жизни? Я не могу сказать как таковое, что у меня были какие-то герои в жизни, но знаю одно, что мною двигало, и это было борьбой внутри меня, имеется в виду творчество. Это игра на различных инструментах. Я в первую очередь полюбил гитара. Есть такой инструмент, шестиструнный. Ее не хватало. Мы все время у соседей, кто сюда, туда, там попросит. И эта гитара, и она была нам чем-то дорогим. Вот это был какой-то стимул. И я хочу сказать, что не было как таковой, на кого бы я равнялся там, или чтобы меня вот привело именно к творческому пути. Вот, поэтому оно как бы само собой происходило все как-то в жизни. А будучи уже взрослым, есть ли человек, который был судьбоносным в вашей жизни, кто оказал какое-то влияние? Был такой человек, это была моя бабушка Далгеш Долцин, вот, которая меня поддерживала,
хотя она так открыто не могла сказать, потому что у родителей всегда были свои взгляды, но у нас же как принято у ингушей, да, и у других народов, наверное, да, творческая профессия как-то, ну, нехорошо считалась. Не в том смысле там что-то, а в том плане, что несерьезно, что это не такой труд, там взял лопатой яму, выкопал, или же на стройке там бетон мешать. Понимаете, чисто вот такая вот тяжелая профессия, вот это считалось мужской профессией. Понимаете, но нет, и хоть родители так по отношению ко мне все время говорили, серьезным чем-то займись. Но бабушка как-то, она ничего не говорила. Она все время поддерживала, прислушиваясь. Короче, другими словами говорила, прислушиваясь к внутреннему голосу. Вот так вот. Но она такая у нас была. Коран читала все время. Мы смотрели, брали много в чем пример с нее. Так вот. А на творчество как-то повлияло? Она сама была творческим человеком? Ну, на творчество, знаете, как она была не в прямом смысле, но была творческим человеком, потому что она все умела делать. В широком смысле этого слова она просто все делала и своим примером показывала нам, какой должен быть человек. Она никогда нас не ругала. Жил с пеленок, можно сказать, у бабушки. Бабушкин внучек. У вас наверняка настолько плотный график, что у вас не хватает родным и близким. Мне кажется, это очевидно. И как ваши дети, родные, как относятся к вашей профессии? Конечно, это очень сложный вопрос. Вообще сложная тема, когда работа и семья, и как творческий человек, как и все остальные, и я тоже такой же из мяса, и ранимый, как и другие, и близко принимаю, в силу возраста все как бы уже потихонечку ты осознаешь какие-то вещи, и, естественно, уже контролировать легче, как бы, эти вопросы. Но хотелось бы всегда, конечно, семье уделять больше внимания, времени. И вот, к сожалению, приходится на какое-то время отключаться и от семьи, понимаете. Но потом пытаешься как-то восполнить это через, там, не знаю, я куда-то поездка, или же что-то купить, или не знаю, все, что у тебя в кармане есть, отдать. Вот наша самая большая, мне кажется, ошибка. Может, и не ошибка, в этом есть, конечно, свой плюс. Мы часто откупаемся именно тем, что вот мы недостаточно времени что мы откупаемся. А что делать? С одной стороны, да, дети этому радуются, и, в принципе, они довольны. Но, с другой стороны, вот если бы было более 24 часов, конечно, я понимаю. Но это не говорит ни в коем образом, что ты не любишь свою семью. Ну, конечно, ты хочешь, просто постоянно тебя сопровождает какой-то некий такое волнение, когда не остаться без работы, не остаться без копейки денег. Это же нормальное состояние. И, по сути, это делается тоже ради них. Да, когда родители что-то из себя представляют, то дети естественно, все только гордятся для семьи все. Конечный итог все равно. А так вот очень хочется, конечно, провести время, все время быть с семьей, близко, рядом. Мужчина-добытчик, он не должен сидеть на месте, он все время должен что-то добывать, правильным путем, естественным. Вот, как-то так вот. Пройдя такой длинный творческий путь, вы наверняка осознаете, насколько это сложно, и копать лопатой, работать лопатой порой действительно легче. До этого был пример, о том, что существует стереотип, люди считают эту профессию более легкой. На самом деле все наоборот. И сейчас вы бы хотели аналогичной судьбы своим детям, либо будете стоять, как многие публичные люди, творческие люди, стоять на том, чтобы дети выбирали более простые профессии? Я своих детей ни в чем не ограничиваю. Просто мы всегда, родители, своим примером и показывали, и должны показывать, что хорошо, что плохо. Понимаете, например, и мои старшие дети, и младшие, Камила, 10 лет,
Она у нее просто не хватает времени, и старшие занимались творчеством, у них было... То есть не жалко? Вы же по себе знаете, что это очень был сложно. Выбор. Не жалко понимаете, вам? я самое страшное, я, например, как сегодня понимающий, адекватный человек, я не хочу, чтобы потом мне сказали, а вот ты сказал, папа, и вот я вот так вот пошла. И если там ждет ее или его какая-то неудача, понимаете, для меня, например, это я буду воспринимать болезненно. Вот. Ну, они старше у меня замужем, дочки, и третья, у нее и танцы, у нее фортепиано, она очень плотный график у нее, она занята, да и в школах сейчас очень много же уроков там. Но при этом вы не навязываете ей что-то. Я ничего не навязываю. У нее выбор всегда был, у моих детей был за собой был, за ними был выбор. Конечно, говоря о Тимуре Дзейтове, мы не можем обойти стороной такое учреждение, как Государственный культурно-технический центр. Сюда маэстро вложил все свои силы и душу. Черными Каспийских, у снежных скал манящих синевой. Ты как цветок среди лугов альпийских, расцвел рожденный солнцем город мой. Интересный момент, что кабинет директора, который находится в центре, практически никогда не использовался по назначению, поскольку Тимур – человек творческий. Как признаются его коллеги, он никогда не был руководителем, сидящим в кресле. Он постоянно находился в студии либо в актовом зале, предпочитая практику теории. А в своем личном кабинете поставил фортепиано и уступил место ученикам для занятий музыкой. В 2009 году совершенно случайно, после того, как я выиграла в конкурсе «Молодые голоса Ингушетии», у меня судьба очень, как бы сказать, я не ожидала этого, но свела с Тимуром Дзейтовым, это благодаря Тачиеву Магомеду. Как-то он наткнулся на мои песни и говорит, вот я хочу тебя познакомить с человеком, который действительно кует таланты у нас в республике. Ну, мы приехали в Магаз, познакомились с Тимуром, он меня прослушал, как-то обговорили какие-то, возможно, сотруднические какие-то действия в будущем. И получилось так, что Тимур меня взял на работу солисткой, тогда еще называлась группа «Город солнца». Это, то есть, Лом, группа «Город солнца», это, в принципе, одно и то же. Ну, конечно, для меня это было чем-то нереальным. Потому что, когда ты со звездами так близко, а его можно действительно назвать звездой, легендой живой, не знаком, а когда ты их потом видишь, и тем более тебе человек предлагает такую работу, миллион мыслей, миллион эмоций, и... Действительно, честно говоря, он совершенно кардинальным образом поменял мою жизнь. Я не встречала человека, который настолько любит то, чем он занимается. Но помимо этого, любить-то это одно, он это настолько профессионально делает. На самом деле он живет творчеством, он живет музыкой. И, наверное, это самое главное в его жизни, ну, не считая семейных каких-то ценностей. Также и он всегда считает, что все также должны к этому относиться. Я, конечно, по характеру такой творческий человек, абсолютно разных направлениях, но, тем не менее, у меня есть какие-то другие приоритеты, которые я ставлю на первое место. А вот Тимур всегда с этим не согласен, бывает почему-то. Очень часто люди, получив высокую должность, меняются и не всегда в лучшую сторону. Увы, такова человеческая природа. Но, судя по отзывам коллег, с Тимуром дело обстоит с точностью да наоборот. Советует. И это очень важно в работе тоже. Старается помочь в силу своих возможностей, всегда помочь человеку. И словом, и напутствием. Очень внимателен он к детям с недостатками физического развития. Он уделяет им много внимания, он занимается, с ними занимался, будучи директором культурно-технического центра. Это тоже говорит о многом.
Вот. И детки к нему все тянутся, он находит общий язык и со взрослым человеком, и с ребенком, и старается всегда подойти к нему, к его душе поближе, узнать, что таится у него. Очень много людей, которым он помогает бескорыстно. На протяжении многих лет, мне кажется, Тимур остается примером человека, который, несмотря на все трудности и сложности, полностью отдается своему творчеству. И ни один его проект не остается формальным. В моей жизни нас связывал с ним очень интересный совместный проект. Это проект с британской певицей Дарьей Кулиш и Тимуром Зейтовым. Дарью Кулиш, которую я пригласил в Ингушетию, на родину ее бабушки, где я познакомился с Тимуром, и они записали совместно очень интересный альбом, который назывался «Long Lost Home», «Давно потерянный дом». Тимур принимал участие в записи этого альбома, аккомпанировал на Дахчин Пандере. В 2017 году этот альбом был признан лучшим фолк-альбомом Великобритании, получил множество наград, положительных отзывов. И также в 2017 году мы с Тимуром отправились на презентацию этого альбома, и параллельно был такой небольшой гастрольный тур Тимура Зейтова по Лондону. But it was time to come back home. He'd been away for long enough. Сердце мягко положится, дай махтада ухарасу. Сердце мягко положится. И была такая интересная история, когда мы выходили на центральные улицы Лондона, это Пикадилли, Оксфорд-стрит, и Тимур, выходя с перехода, увидел большие свои афиши, где написано «People Artist of Ingushetia», народный артист Республики Ингушетия, Дахчин Пандер, впервые в Лондоне, Тимур Зейтов. И он с такой детской непосредственностью этому радовался, потому что это было такое внимание и такое признание на самом деле. Далее мы выступали в нескольких крупных площадках британских, и эта реакция публики на его выступление, на его виртуозную игру, на Дахчин Пандер, его тоже вызывало очень бурную реакцию, ему хотелось больше играть. Но все-таки самое важное в нем – это умение полностью отдаться творческому процессу, потому что когда, допустим, мы выезжали в Великобританию, мы не планировали большую такую серию концертов, потому что для этого нужны музыканты дополнительные. У Тимура было только 2 инструмента с собой, но он очень быстро мобилизовался, очень на настолько высоком профессиональном уровне отыграл практически целые концерты, большие концерты. Это не 2-3 песни, это выступления на час, на полтора. В перерывах он и рассказывал много о своем творчестве. Поэтому умение его полностью отдаваться творчеству и мобилизовываться – это очень важные качества в нем. Мы с гордостью можем отметить, что после концертов в «Туманном Альбионе» солидное печатное издание Британии, газета «Гардиан», написала о Тимуре Зейтове и его игре на балалайке следующее. Зачем нужны 6 струн инструменту, если маэстро так виртуозно играет всего на 3 струнах? От вас исходит такая уверенность, вы человек самодостаточный, Абсолютно. но тем не менее у всех у нас есть какие-то свои слабые стороны, какие-то страхи. В чем заключаются ваши? Мой страх? Угу. Страх, чтобы во мне не увидели, наверное, человека какого-то, страх, чтобы во мне не разочаровались. Понимаете? Если есть случайные вещи, когда ты случайно что-то сделал, и Всевышний тебя прощает за такие вещи. А вот когда ты что-то не то чтобы не сделал, где-то у тебя что-то не получилось, или поторопился, кто-то сделал выводы за тебя, и где-то получилось так, что в тебе разочаровались. Либо недосказанность какая-то, да. Это, конечно, это не сейчас. Это, как вам сказать, оно все-таки приходит с возрастом. Это ответственность, конечно, прежде всего. Вот это и есть вот такой вот некий страх. А так чего бояться? Больше я ничего не боюсь, кроме Всевышнего. Исходя из этого, есть ли какие-либо черты в характере вашем, которые вы сами в себе хотели бы перевоспитать, изменить? Вот ваши недостатки, проще говоря.
есть, но они такие незначительные. Вот это может быть сентиментальность, там какие-то проникновенность, понять проблему. Вот, что-то вот я все время пытаюсь понять других людей глубоко. Мне кажется, я слишком далеко залезаю и начинаю сопереживать. И потом это чревато какими-то последствиями даже для меня. Потом, Свой отпечаток оставляет. да, оставляет. Я имею в виду именно здоровье, там, может, кожное что-то высыпать. Я серьезно говорю. Мы узнали о том, что на протяжении практически всей своей творческой деятельности вы параллельно находили, уделяли и по сей день уделяете время детям с ограниченными возможностями. На удивление, об этом нигде не говорится. Но в силу вашей скромности, наверное, вы не афишировали, не говорили об этом. Детей с ограниченными возможностями, я вообще считаю, это дети, они вне конкурса везде, так условно говоря. Понимаете, потому что они не должны чувствовать, что они ущемлены, что у них вот эта проблема, их Всевышний любит больше, чем нас. Понимаете? И, наверное, так распорядился Всевышний посмотреть, как мы отнесемся к ним. Понимаете? И каждая их улыбка, это дорогого стоит. Потому что они на какую-то долю времени, вот они отключаются от своей проблемы. Они забывают это. Конечно, я постоянно с ними не работаю, но все, что мы можем, мы делаем. У меня даже дочь, вот, как будет ли правильно даже, вторая дочка моя, Милана, она закончила филологический факультет, университет наш. И она рядом была с творчеством, рядом со мной, и она очень хорошо и с голосом, и пела, все нормально. Ну, перспективная была. Вот, вышла замуж, там все же меняется, да, и говорит: папа, я хочу, говорит, работать в РЦДО. Она там работает. Просто она выбрала, я понял, что это, наверное, от меня, и она с ними работает, она приходит там что-то записать, мы записываем, помогаем этим детям. Непрерывная связь с детством, память о детстве всегда сопровождает любого человека на протяжении жизни. Да. Возвращаясь назад, если вы могли бы дать совет себе лет в 14, именно подросткам, когда было становление, что бы вы посоветовали, что бы вы изменили в своей жизни? Я бы посоветовал своим родителям отдать меня в музыкальную школу. Вот на тот момент же, да, вы говорите. Вот. Конечно, и потому что мне ее не хватало все время. У меня нету музыкальной школы. Ну, потом все равно жизнь так сложилась, что я везде... Сами кусками. Да, кусками, как попал, там, в окружной ансамбль песни и пляски я попал. Вот это, ну, я уже владел не одним инструментом, просто вот эта вот любовь, моя тяга к искусству. Хоть я параллельно занимался все время спортом. И мы все время с братом мы ходили, увлекались спортом. Постоянно это было. Понимаете? Ну, то есть спорт, музыка. Но это не говорит о том, что мы больше ничем не занимались. Мы занимались, у нас было хозяйство на Катаяме, в Грозном. Бабушка всегда держала там овец, штук 7-8. Когда кто-то приезжал, обязательно надо было зарезать. Нас учила она, как это делается. Вот, понимаете, и летом нужно было для этих овец накосить травы. Я ездил, забивал себе участок, с косой ходил, косил, вот, и все что угодно могу сделать, дом построить могу. Кстати, о хозяйстве. Вот мне было очень интересно из уст Мадины Пугоевой услышать, что помимо всего прочего, помимо всех талантов, вы еще обладаете талантом такого хозяйственника. Она, говорит, уже более 15 лет, наш центр существует, осенью был юбилей, и она, говорит, даже вот, каждый проводок, говорит, который здесь куплен, обычно, говорит, все приходится обновлять, потому что изнашивается. Говорит, он настолько, говорит, внимателен ко всему, что вот все, говорит, у нас под контролем, все, говорит, в идеальном состоянии. Именно вот эта черта беречь то, что есть, приумножать и относиться очень трепетно. Вы это в себе как-то воспитали? Я скажу, откуда это.
Вот особенно наше поколение, да, нам легко ничего не давалось. Я помню время, когда я просто брал дерево, вытачивал гитары, покупал, копил деньги, покупал туда звукосниматели, вставил, эксперименты постоянно. То есть и никогда в жизни ничего не выкидывал. Какая бы эта мелочь ни была. И сегодня мне тяжело что-то выкинуть. Какая-то железяка, она может где угодно пригодиться, понимаете? То есть вот такое отношение. А потом еще я попал, когда в армию, когда, вот я же говорю, я по воле судьбы попал в ансамбль песни и пляски, и у нас очень высокая была дисциплина. Дисциплина просто была настолько, если, не дай бог, что-то вот маленькое, белое, там, не знаю, что-то где-то валяется, все это, за это могли наказать. Понимаете, нас так приучили, а потом все, и мы сами замечали. И сейчас вот это все меня преследует в буквальном смысле. И даже если стульчик не так стоит, там, он в дисгармонии там, с остальными, если я его должен, где бы я его должен поправить, или ручка лежит не так, все, какая-то гармония, там, не знаю. Как это называются такие люди? Перфекционист. Да, перфекционист, да. Вот. Это, я не знаю, это уже и всех, вот, и сегодня вот эти ребятки, которые, да, мы вырастили их, которые с нами работают, и они уже такими стали. Вы знаете, мне как приятно, я когда туда прихожу. Вот, уже под себя как-то. Да, но это же нормально. Не то чтобы там под себя. Не, но я имею в виду, вы их как-то научили чему-то, вы же хорошему их научили? Естественно. То есть я своим, как моя бабушка мне показывала, я также своим поведением. То есть и тут прослеживается нить след от бабушки. 100%. Самый большой подарок в жизни, может материальным, может быть и нет, который вы получали? Хорошую гитару. И сейчас есть у меня желание, инструменты, которые я не могу себе позволить финансово купить. Может, когда-нибудь есть такие фирменные, Gibson Les Paul, что-то такое. Вот. Это тот, кто понимает меня, он знает, о чем идет речь. Свои поймут. Просто, конечно, свои понимают. Просто это настолько тонкий, проникновенный, мягкий звук гитары. Вот. Ну, у каждого есть, каждому свое, наверное. Вот, например, вот это мое личное. А самый ценный совет, который вот оставил какой-то отпечаток в вашей жизни, которому вы последовали, и кто его дал? Возвращаемся к моей бабушке. Она мне дала один совет. Вы как будто знали, что моя бабушка дала мне совет такой и задали этот вопрос. Но скажу, мы растем уже, подростки. Всегда же все познается, да, с возрастом, все потихонечку. И у меня стали появляться друзья, разные мои друзья. Они разных национальностей были. И я спросил у бабушки, ну тут уже ответственность, уже мужчина там и так далее, там. Был у меня одноклассник, другой национальности, там это, я говорю, бабушка, он же там, ну, я, конечно, глупо сказал, но я сказал на своем уровне, я говорю, он не мусульманин, я говорю, как это, я должен вот с ним дружить, с ним. Могу ли я с ним тесно? Да, а мне нравится с ним дружба. Да, мне нравится если дружба. Если в этом что-то плохое, да? С ним, да, если в этом что-нибудь. Как бы глупо не звучало. Она меня обняла, но... меня посадила рядом с собой, говорит, вот с ним, говорит, как раз-таки будь, говорит, 10 раз лучше будь с ним. Она мотивировала тем, что надо лучше со своей стороны показывать. Своими поступками, да, своими поступками, своим отношением, своим теплом и так далее. И не знаю, может быть, поэтому у меня очень много друзей по России, очень много друзей. Сегодня любой человек, неважно национальности, там это, он в любое время ко мне приезжают, друзья мои приезжают, мы дружим. Вы как-то отметили, что у вас немного близких друзей, но они избранные, настоящие, лучшие, те, кто с вами всегда рядом. По каким принципам вы отбираете тот самый свой узкий круг?
Вы знаете, есть друзья, когда вот сегодня уже в возрасте, да, есть друзья, есть соратники, есть единомышленники, есть, да, категории, да. Ну, друзья, я опять-таки считаю не конкретно там, а вот он сделал поступок, все, теперь ты мой друг, ты его даже не знаешь. Ну, это как Нет. партнерство, Да. получается, ты мне, я Да, тебе. да. А есть друзья, которых ты знаешь давно, которые знают твои слабые стороны, сильные стороны, твою душу как-то, вот, как бы вам сказать, знают, с какой стороны она мягкая, с какой стороны твердая. То есть вот это много можно, конечно, говорить. Есть такие друзья, их у меня немного. Самое тяжелое испытание, которое было в вашей жизни? Это когда кто-то болеет. Есть ли вопрос, который не прозвучал у нас сегодня в интервью, но вам бы хотелось его услышать и ответить на него? Чтобы я ответил? Да. Такой вопрос, на который, в принципе, вы никогда не отвечали, но вы бы хотели, чтобы вам его кто-то задал. Наверное, есть один вопрос. О чем я говорю со своими близкими людьми? Так о чем вы говорите со своими близкими людьми? Сейчас скажу. Вы знаете, мы всегда, когда мы встречаемся с близкими людьми, с творческими людьми, мы все время говорим о проблемах нашей республики. Как мы видим, как мы хотим быть наравне и с другими республиками. Вот. И творчество, чтобы процветало в нашей республике, чтобы люди меньше нервничали, и тогда меньше будут болеть все болезни на нервной почве. Это правда. Надо беречь себя, своих близких, свою республику. Понимаете? И меньше говорить, меньше верить слухам, меньше распространять эти слухи. Вот. Как правило, это происходит от безделья, потому что очень много бездельников в своем кругу всегда пресекать вот эти слухи. Мы всегда торопимся осуждать, мы, не зная человека, а это и есть самый большой грех. То есть максимально наши разговоры и общение направлено на то, чтобы консолидировать общество. Но я уверена, что на посту министра культуры Республики Ингушетия вам удастся консолидировать общество посредством творчества, красоты, всего позитивного и хорошего, что может быть в нашей жизни. Пытаемся мы. Это ответственно. Самая большая ответственность – это когда тебя знают люди, когда ты пришел изнутри, и здесь же как бы вопрос стоит, ага, теперь он стал чиновником, сейчас он поменяется, сейчас отношения поменяются. Нет, я не меняю отношения. То или иное назначение, чиновник, понятие, я в моем, во всяком случае, понимании, это только выросла перед тобой ответственность. Еще больше. То есть это не говорит о том, что ты стал таким начальником. Нет. Еще больше ответственности на твои плечи возложил Всевышний. Спасибо вам огромное за исчерпывающие ответы. Удачи вам в работе. Спасибо большое и вам. Удачи. За приглашение спасибо. Ну а я напоминаю, что у нас в гостях был народный артист Республики Ингушетия, член Союза композиторов России, министр культуры Республики Ингушетия Тимур Дзейтов. Всего вам самого-самого доброго. Творите, процветайте и будьте всегда на позитиве. До свидания.